Я думаю, что до того, как Свете я все-таки передам слово, потому что все-таки основная работа журналиста все-таки найти и рассказать всему обществу, что происходит. И получается, если мы говорим, что страна ЮА это пророссийский, то почему ни один проукраинский сайт не нашел и не напечатал? То есть это конкретно работа российских спецслужб. То есть через страна ЮА эти дрова фактически вкинули к нам сюда. Так? Я просто спрашиваю. Я как... Кому выгодно? Всегда, да, кому выгодно. Убить Бабченко здесь, в Україні, конечно, Путіну вигідно. Да, давайте. Цей список, по цьому списку Служба безпеки зареєструвала провадження щодо втрати таємних документів. То звідки список? Откуда список, Светлана? Звідки, я спрашиваю, Откуда пані список? Марія? Давайте послушаем все-таки Светлану. Откуда дровишки-то? Вот, Свет. Смотрите, во-первых, я хочу отметить, что те люди, которые внимательно следили за разгоном этой информационной кампании, должны были обратить внимание, что список был опубликован не только на сайте «Страна.ua». Просто у нас это произошло немножко раньше, чем у всех остальных. Более того, есть несколько вариантов списка, которые отличаются мелкими деталями. Однако дело возбудили только против нас. Это первое. То есть ради интереса посмотрите, какие списки есть и кто что публиковал. Второе. Могу вам точно сказать, что источник, который слил нам эту информацию, это один из наших постоянных источников из украинских правоохранительных структур, услугами которого мы пользуемся, и достоверность информации которой подтверждалась по другим материалам в прошлом. Кто этот источник, я называть, безусловно, не буду, поскольку имею на это право. То есть это действующий правоохранительный источник? Да. Третье. Ряд людей, которые сейчас находятся в этой студии, пока разворачивалась вся эта кампания, успели заявлять очень много. В том числе о том, что, например, информация фейковая, о том, что она не совпадает, о том, что страна ей сама написала этот список. Впоследствии, насколько вы помните, генеральный прокурор подтвердил достоверность этого списка. Это третье. Четвертое. Как он подтвердил? Прямо официальная бумага есть или как? Он просто сказал? Есть официальное заявление официальных лиц о том, что список является достоверным. То есть мы его не выдумали. Они сами подтвердили эту информацию. Они подтвердили ее дважды. Первый раз после того, как они завели уголовное дело, тем самым автоматически подтвердив важность этой информации. Третье и важное. Должны ли мы публиковать этот список или нет, если он есть у нас в нашем распоряжении? А тут вопрос, кто мы? Мы люди, которые сотрудничают с СБУ? Мы люди, которые принимают участие в инсценировках? Или мы журналисты? А значит, мы должны публиковать ту информацию, которая у нас есть, которая представляет общественную значимость. И я хочу подчеркнуть, что общественную значимость этой информации сделали не мы, а первые лица страны, которые впервые сами рассказали об этом списке. Более того, создали ситуацию вот этих вот личных встреч с журналистами, после которой журналисты сделали несколько заявлений, рассказав детали этого списка. Они сами подогрели градус этой информации. То есть как нужно было, после того, как есть какая-то тема, которую все обсуждают, нужно было после того, как этот список, мы его нашли, нам его не слили, мы его нашли, так делают журналисты. Журналисты ищут информацию и находят, если они хорошие журналисты. То есть мы должны были этот список взять, посмотреть на него, потом спрятать его, потом дождаться, пока он появится у кого-то, и, может быть, еще опубликовать или нет. И третье, и пятое, самое главное. Если вы все такие морализаторы, то почему вы продолжаете дискутировать на эту тему? Почему вы разгоняете эту информацию? Если бы не было списка, не было бы сегодняшней передачи. И